Şirin yuhay, vazvaya kan finaldi. Rigin kenai vidin dan finaldi. Halk prabadal kaçıdaş. Rig prabadal kaçıdaş. Sazlıcıdaş. Simina gam finaldi. Lezgi mektep iminan ses avaçı. Lezgi ayal ditetin mes avaçı. Vallahi çöktüğüm. Ditetçiniz tuğday lezgiler. Dostunizli ahuday lezgiler zimatanti halitoş. Yazı halkti halitoş. Çazmaşurya kel fuğday lezgiler. Агасиев, Хичал Витур Калханти, Ринал Эл Шахнабатал, Калхандал, Лизгичал, Зимерчи, Вачахичал. Чалрабьяни, учит Квартирфирайам, Мичехюни, учит Шахирайам, Вахтатан Вархадай, Хатхайсим Акадай. Çal insanya, kul lezgi hüraya. Selamun aleyküm, hürmetli yurttaşlar. Krezvinidas Riginsil Giday, Lezgi Gazetin, Çi Güzgün Gazetin, Юбилей Высший фонд Регенциркина Мубаракова. Приветственное слово предоставляется главному редактору «Лезги» газет Ибрагимову Магомеду Ибрагимовичу. Салам алейкум. Здравствуйте, уважаемые участники сегодняшнего торжества. Дорогие земляки, наши внештатные корреспонденты, которые приехали сегодня не только из Дагестана, но и из других регионов России, я хочу вас всех поздравить лично от себя и от имени всего коллектива редакции «Лезги» газет со столетним юбилеем издания. Это не просто юбилей, это событие, которое проходит, это большое событие, которое проходит сегодня в жизни лезгинского народа, потому что «Лезги» газет является главным информационным рупором нашего народа. Сегодня у нас в зале сидят наши друзья, коллеги, товарищи, которые приехали из разных городов, в том числе из Москвы, Ставрополя, Ярославля и других, я всех не буду называть. Я всем хочу выразить огромную благодарность, что несмотря на такое время, вы нашли время и пришли принять участие в этом мероприятии. Хочется отметить, что столетие «Лезги» газет исполнилось в 2020 году, но из-за коронавирусной пандемии мы не смогли провести его в прошлом году и решили организовать это мероприятие в этом году. Ну, конечно, хотели в другом формате. Увы, опять-таки, пандемия и некоторые ограничения, связанные с ним, нам не дала такую возможность провести в таком формате, каком мы хотели. Я хочу сказать буквально пару слов об истории «Лезги» газет. Республиканская еженедельная общественная политическая газета «Лезги» газет выходит на лезгинском языке. С 1920-го газета выходила под названием «Советский Дагестан». Потом «Дагестанская беднота», «Новый мир», «Знамя социализма», «Коммунист». А с августа 1991 года газета стала называться «Лезги» газет. С 30-х годов до начала 90-х годов газета являлась органом Дагестанского обкома партии. Сегодня учредителем нашей газеты и всех республиканских изданий является Министерство информации и печати Республики Дагестан. Сегодня я хочу с большим уважением вспомнить и назвать имена предыдущих редакторов, главных редакторов «Лезги» газет,
которые внесли огромный вклад в развитие дагестанской национальной журналистики, лезгинской публицистики. За годы существования лезгинской газеты сменилось 11 главных редакторов. Это Гаджибек Гаджибеков, Зияудин Эфендиев, Исмаил Вагабов, Гаджи Аликберов, Кази Казиев, Имамудин Апаев, Ахмед Ахмедов, Зейдуллах Мехтиев, Хасбуба Азизханов, Ибадуллах Тагиров и Агаризат Саидов. По воле Аллаха с января 2017 года главным редактором стал я, Ибрагимов Магомед Ибрагимович. Буквально пару слов хочу сказать также о сегодняшнем дне Лезги газет, о тех достижениях, которые мы достигли за последние годы. Но в первую очередь я хочу отметить тот факт, что Лезги газет последние годы занимает лидирующее место по тиражу среди национальных СМИ Дагестана. На сегодняшний день тираж Лезги газет составляет 6 тысяч экземпляров. Одновременно с печатной версией мы развиваем электронную версию газеты. Газета Лезги газет представлена на сайте, на официальном сайте Лезги газет есть официальные страницы в соцсетях. Кроме этого, редакция Лезги газет реализует ряд проектов. Они у нас представлены на выставке, которая расположилась в фойе. Вы можете потом посмотреть. В их числе проект «Лезгинские книги», в рамках которого мы издаем учебники на родном языке для детей. Потом олимпиада по лезгинскому языку. У нас 2 олимпиады ежегодные. Одна олимпиада проводится в редакции среди школьников Каспийской и Махачкалы. Другая олимпиада совместно с фондом Леки проводится среди южных районов Дагестана. У нас есть конкурс, который называется «Религиозный конкурс». У нас ведется религиозная рубрика, и уже 3-й год мы проводим этот конкурс. Автором данной рубрики и инициатором данного конкурса является переводчик смыслов аятов Корана на лезгинский язык Ямиль Хаджи Магомедов. Он сегодня тоже присутствует у нас на мероприятии. И, иншаллах, в следующем году мы хотим среди читателей Лезги газет, которые примут участие в данном конкурсе, разыграть путевку на умру. Иншаллах. Кроме этого, есть еще много-много достижений, но если я буду о всех говорить, время займет, поэтому буду короток в своем выступлении. Сегодня в рамках юбилейного мероприятия состоится награждение памятной медалью Лезги газет 100 лет, которая учреждена редакцией Лезги газет. Также у нас к юбилею издана книга «Вековой путь» в издательском доме «Дагестан», за что я очень благодарен нашему министру Умарусману Гайбулаевичу. Эту книгу мы тоже подарим нашим читателям, нашим корреспондентам и тем, кто держит связь с редакцией. Я еще раз хочу вас поздравить с сегодняшним торжеством. Здоровья, благополучия, мира вам. Спасибо. Для поздравления коллектива редакции Лезги газет со 100-летним юбилеем слово предоставляется временно исполняющему обязанности министра информации и печати Республики Дагестан Гаджиеву Умарусману Гайбулаевичу. Пожалуйста. Я с этим событием поздравляю весь дагестанский народ, братский лезгинский народ с национальным праздником, потому что это на самом деле национальный праздник. Когда у народа есть возможность излагать свои мысли, излагать свои чувства, описывать свою историю, представлять своих лидеров, говорить о проблемах на страницах национального издания на родном языке, это большое достижение. Это большое достижение народа, это большое достижение республики. Сегодня Лезги газет вливается в плеяду наших изданий, которые преодолели 100-летний рубеж. Это солидный возраст и для человека, и для печатного издания. И я хочу сказать, что сегодня каждый из народов Дагестана имеет возможность высказывать свои мысли, публиковать материалы, читать эти материалы на родном языке. Мы издаем
на 14 языках газет и журналов. Это незримое, невидимое, но огромное достижение. И поэтому 100-летний юбилей – это на самом деле большой национальный праздник. Я хочу от всей души поздравить вас всех с этим замечательным событием, да, и пожелать народу успехов, коллективу возможностей эти успехи отразить на своих страницах. Огромное спасибо всем, кто прикладывает свой труд, свою руку к поддержке этого издания, публикации материалов в этом издании, потому что «Лезги газет» — это не только коллектив, но огромный авторский состав, огромное количество людей, которые помогают изданию и морально, и материально. Поэтому всех с праздником, и пусть в ваших домах будет побольше хороших праздников. У нас награждение. Пожалуйста. Почетная грамота Министерства информации и печати Республики Дагестан за многолетнюю платформу и работу, вклад в сохранение и развитие национальной СМИ Республики Дагестан награждается Ашимбекова Бела Кагитиновна. Попала в столетнюю историю. Такая же почетная грамота награждается Рашидова Насия Камилуллаховна. Почетная грамота награждается Саидов Мурат Даглабекович. И, пожалуйста, подойдите, почетной грамотой награждается Кардашев Аликбер Альбенович. Спасибо всем. Спасибо вам. Для поздравления коллектива «Лезги газет» слово предоставляется в Рио министра по национальной политике и делам религии Муслиму Эльмику Селимовичу. Добрый день, уважаемый Умарусман Гайбулаевич, уважаемый Магомед Ибрагимович, уважаемый профессиональный коллектив «Лезги газет», уважаемые присутствующие. Всех вас поздравляю с вековым юбилеем нашей любимой «Лезги газет». В течение 100 лет «Лезги газет» приходит в каждый дом, в котором хотят ее видеть, хотят ее читать, хотят получить соответствующую информацию. В течение 100 лет эта газета выполняет свою основную роль, своевременно, оперативно информировать своих подписчиков, доводить до них глубокую аналитическую информацию о тех процессах, которые происходят в нашей республике. «Лезги газет» наряду с другими национальными газетами, кстати, есть разные мнения о том, что надо закрывать, никто не читает, на русский переходит, но тем не менее они сохранили, значит, свое основное направление, доводят до людей на своем родном языке. Это очень важно, особенно с этой точки зрения, мы партнеры Министерства по национальной политике и делам религии. Именно одним из источников информации на своем родном языке является «Лезги газет» для всех тех, кто читает на лезгинском языке. И поэтому я хочу отдельно поблагодарить всех тех, кто сохраняет свой язык, кто доводит информацию на своем родном языке до своих читателей и тем самым сохраняет наш родной язык. Мы очень много говорим о сохранении родных языков, но «Лезги газет», в отличие от нас многих, это делает реально наяву. Мы в Министерстве проводим различные конкурсы, в том числе и по разным направлениям посредством массовой информации. Отрадно, что в этом году представитель «Лезги газет» в одном из конкурсов занял 2-е место, в другом конкурсе 1-е место, за что их сегодня тоже поздравляю.
Ну и «Лезгий газет» — это современная газета, которая стала благодаря, Магомед Ибрагимович, вам и вашему коллективу, под вашим руководством. Очень часто в топе Яндекса именно «Лезгий газет» выходит соответствующая информация, то есть по-современному, скажем так, работает. И еще раз хочу поздравить всех тех, кто является читателями «Лезгий газет», всех тех, кто работает в «Лезгий газет», и особенно тех внештатных корреспондентов, которые работают в других субъектах Российской Федерации. Почему? Потому что там эту газету реально более, так сказать, по-особенному любят, чем у нас. Потому что за пределами Дагестана все-таки наши дагестанцы больше патриоты, чем внутри. Спасибо. С праздником. Так, сегодня очень приятно в такой день юбилея наградить наших активных товарищей. Вот сейчас за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие национальных СМИ и укрепление братских отношений между народами Дагестана, сохранение и укрепление межнационального, межконфессионального мира и согласия. Поздравляют и награждают почетным знаком министерства Шахмурата Шахимировича, ответственного секретаря ГБУ РД редакции республиканской газеты «Лезгий газет». Джалилова Мердалия Абдулазизовича, редактора отдела интервью «Лезгий газет». Магомдалиева Марьям Мирзалиевна, старший корректор «Лезгий газет». И почетные грамоты министерства. Значит, почетным грантом Министерства по национальной политике и делам религии награждается Ферзалия Кругли Назимович, заместитель руководителя «Лезгий газет». Гаджимирзоя Шах-Исмаил Мирзаметович, корреспондент «Лезгий газет». Гамидов Владимир Халидович награждается ценным подарком Министерства по национальной политике и делам религии. В Рио министра имущества и земельных отношений Республики Дагестан Эмилову Зауру Эмиловичу. Пожалуйста. Уважаемые друзья, дорогие мои земляки, позвольте зачитать поздравительный адрес. Уважаемая редакция Республиканской общественно-политической газеты «Лезгий газет», по случаю знаменательного события в жизни нашего коллектива, 100-летнего юбилея газеты «Лезгий газет», примите наши самые теплые и сердечные поздравления. 100-летие «Лезгий газет» – это праздник коллектива газеты, ее читателей, а также внештатных авторов, ветеранов печати и коллег по перу. В год юбилея хочется пожелать газете новых, ярких
журналистских работ, творческих побед. За эти годы издание прошло большой путь, преобразовывалось и менялось, шагая в ногу со временем, сумело найти свой фирменный стиль и стало по-настоящему народным. Спасибо вам за неустанный труд и за сотрудничество. Желаем коллективу редакции дальнейших успехов и огромной веры читателей в наши издания. Пусть газета всегда процветает, несет читателям свет, правды и огромный позитивный заряд. Легкого вам пера, творческого вдохновения, публицистической остроты и подлинного профессионализма. С глубоким уважением к вам, коллектив Министерства по земельным и имущественным отношениям. Слово предоставляется председателю Союза журналистов Республики Дагестан Камалову Али Ахмедовичу. Меня зовут Али. Ассаламу алейкум. Сегодня лезгинской газете 100 лет. Вижу приятных лиц, добрых своих друзей, с которыми я встречал долгие годы. Если сегодня лезгинской газете 100 лет, 53 года я дружил с лезгинской газетой. На Пушкинской улице была редакция наша. Я был знаком с редактором, начиная с редактора Смехтиева. Конечно, я тогда работал корректором, я вдалеке виделся с ним, потом с Азизхановым, потом, когда я в 91 году стал редактором с Тагировым, уже я обращался к нему, а с Агализой Саидовым дружил более 25 лет, он возглавлял газету, а Ибрагимов, молодой личный редактор, сегодня представляет достойно редакцию. Я представляя этих людей, они были достойные люди, они были духовные отцы, духовные лидеры лезгинского народа. Эти люди работали на разных должностях, секретарем обкома, первым секретарем райкома партии. Они были патриотами своего народа и нашей республики. Достойно представляли свою газету. Таковыми сегодня является и лезгинская газета. Вот уже в течение 30 лет я говорил, настроение лезгинского народа я знаю по топоту ног. Аварская газета находится на 6-м этаже, лезгинская газета на 7-м этаже. По топоту ног лезгинской газеты я знал, что там происходит. Когда поют, когда пьют, когда шумят, когда галдят, когда гости приходят. И главное, они живут хорошо. Вот сегодня я вижу, что Магомед сказал, самая многотиражная газета. Последние годы, за последние 10 лет лезгинская газета и стала самой многотиражной газетой. Если сегодня лезгинской газеты 6 тысяч, было время, когда было и 15, и 17 тысяч тиражей. Но так сложилось, что сегодня тиражи падают. Аварская газета когда-то было 30 тысяч тираж. Сегодня тираж упал. Стыдно говорит до 3, до 4 тысяч. Дагестанский, правда, тираж упал до 2,5 тысяч. Стыдно сегодня говорить. И упали тиражи и других газет, я не буду их перечислять. Но знаете, в чем дело? Не только какой бы сильный, какой бы двуглавый, мощный редактор не был, если не будет поддержки народа, поддержки людей, которые глав района, интеллигенции, не будет тиража газеты, не могут ее поддержать. И слава Богу, у лезгинского народа есть
такие люди, которые поддерживают свою газету, свою культуру, свою литературу. И поэтому Магомеду повезло. Я пару слов скажу, которые я хорошо знал о Тагирове. Я часто поднимался к нему на 7-й этаж, когда я стал редактором, я советовал этого человека. Это был человек очень мудрый, умный человек. Он многому меня научил. А я дружил долгие годы с Авазижой Саидовым. Это был очень порядочный, добрый человек. Один пример его жизни. Он поступил в Среднеазиатский институт, он мне рассказывал, на факультет, юридический факультет. После первого курса его отправили на практику, и он рассказывал, на практике он, студент первого курса, когда он видел, как обращаются с людьми, когда их в милицию затаскивают, когда над ними издеваются, он после окончания летних каникул пришел и попросился на исторический факультет. Он сказал: я не хочу учиться в юридическом институте, где обращаются с людьми так плохо. И вообще он был по натуре человеком добрым. Но жаль, что он не дожил до столетия своей газеты. Несколько лет тому назад, в 1917 году, двум дагестанским газетам, аварской газете «Хакикат» и газете, кумыкской газете «Йолдаш» было 100 лет. В 18 году 100 лет было дагестанской «Правды». К нашему стыду нашим руководителям республики не провели юбилей столетия этих газет. Я обратился к руководителям республики, и Рамазану Абдулатипову, и Васильеву, но не провели праздник. Это должно было быть стыдно и мне, как бывшему редактору, и редакторам, и руководителям республики. И слава Богу, сегодня проводят праздник. И я еще раз должен сказать, придя к власти новый руководитель республики, Сергей Меликов впервые без нашей подсказки сказал: национальную прессу надо поддержать и сохранить не только как носителя политической информации, а как носителя культуры, литературы, языка. И поэтому сегодня мы, поддерживая слова Сергея Меликова, мы сами должны постараться поддержать нашу литературу, культуру и язык. В этом наша заслуга. И я осмотрел сегодня зал, достаточно много молодых ребят и заслуженных людей сегодня в зале вижу. И будет, я уверен, что будет газета, и она сохранится, когда есть такой народ. И вам спасибо, и благодарен вам за сохранение своего языка, культуры и газеты. Спасибо. Союз журналистов Дагестана награждает Шерифалиева Дашкемира Шерифалиевича. Пожалуйста, все знают, это главный редактор Захтинского района. Держите, что будет. Награждается Ибрагимов Кахриман Меликович, тоже корреспондент газет от города Дербента. И награждается Исмаилов Абдулафиз Мафудинович, корреспондент из газет, к сожалению, по уважительной причине его нет в зале. Но обязательно передадим. Спасибо огромное. 25 декабря будут награды Союза журналистов, в Доме журналистов. У нас будут еще награды. Там мы награждаем и главного редактора, и других журналистов с Лезги газет. Приходите на это мероприятие. Спасибо. Дорогие друзья, в зале присутствуют депутаты
Народного собрания Республики Дагестан. От всех от их имени слово предоставляется депутату Народного собрания Республики Дагестан Алипулатову Ильману Субхановичу. Пожалуйста. Уважаемые земляки, дорогие друзья, коллеги, здесь в выступлении Магомеда Ибрагимова прозвучала фраза «Главный информационный рупор». Хочу подтвердить, что действительно в течение всех этих 100 лет газета на лезгинском языке была, есть и остается информационным рупором. Но это не все. Здесь четко было определено, что есть, скажем, то, чем должны заниматься средства массовой информации. Это оперативное и объективное информирование того, что происходит на данный день. Что касается нашей родной газеты. Вы знаете, вот я все годы, которые нахожусь в журналистике, поддерживал и поддерживаю тесную связь с редакцией газеты. Все мы люди, и очень важно, чтобы у нас были не только творческие, но и человеческие отношения. Я считаю, что всем нам повезло, что здесь правильно назывались фамилии, имена, все редактора газеты на лезгинском языке были личностями. Ну, скажем, честь и хвала всем, кто все эти годы руководил коллективом, работал. Сегодня редакцию газет возглавляет талантливый, молодой, энергичный Магомед Ибрагимов. Я хочу искренне, от себя лично, от имени всех моих коллег по Народному собранию поздравить с юбилеем, пожелать сотрудникам, руководителям издания здоровья, удачи и благополучия. Спасибо за внимание. Слово предоставляется председателю комиссии по формированию гражданского общества и защите конституционных прав граждан Общественной палаты Республики Дагестан Магомедову Исламу Мурадовичу. Уважаемый Магомед Ибрагимович, уважаемый коллектив редакции газеты «Лезгин газет», примите искренние поздравления от Общественной палаты Республики Дагестан и от меня лично с замечательным праздником, со столетним юбилеем вашего издания. 100 лет назад вышел первый номер республиканской газеты. За время своего существования газета стала популярной. Ею гордятся, ее любят и ждут дагестанцы. К ней относятся как к старому знакомому, доброму соседу. Такого отношения и любви достойна действительно хорошая газета, которая думает о читателях, рассказывает новости, дарит улыбку и поздравления, скорбит и помнит, одним словом дышит с ними одним воздухом. Очень трудно быть первопроходцем. Еще труднее продолжить путь долгие годы, оставаться лидером. В редакции собрались команда талантливых профессионалов, которые живо и доходчиво поднимают на стране газеты актуальные вопросы жизни жителей Республики Дагестан. Большинство читателей газеты – это люди среднего и старшего поколения, привыкшие выписывать ее с советских времен. Именно для них созданы целевые страницы о жизни и достижениях дагестанцев. Сильная сторона газеты – это приоритетные очерки, которые разбавляют официальную тематику, вносят долю творчества. Многие из нас хотят прочитать о себе, о газете, вырезать статью, сохранить ее, показывать детям, внукам. Поэтому важно писать именно о людях. Здорово, что много внимания уделяется краеведческой тематике. Материалы об образовании Республики Дагестан, городов, районов, поселков, сел,
памятниках архитектуры, знаменитых земляках. Именно в Королевских публикациях заключается просветительная функция издания. Открытый сайт газеты позволяет быть в курсе событий, читать новости, оставлять комментарии. Надеюсь, что наше сотрудничество будет плодотворным и в дальнейшем сохранять свое интеллектуальное лицо. Оставайтесь интересными людьми и доброжелательными собеседниками для нас, для читателей. Еще раз поздравляю вас с юбилейной датой. Желаю нашему изданию дальнейшего процветания, а также творческой команде и реализации намеченных планов, вдохновения, профессиональных успехов, приумножения добрых традиций, а также здоровья, личного счастья всему коллективу редакции. В заключение разрешите мне выполнить приятную миссию поздравить работников редакции. Так, благодарственное письмо Общественной палаты Республики Дагестан вручается Ибрагимову Магомеду Ибрагимовичу, главному редактору «Лезгии». Юбилей был, 15 лет Общественной палаты Республики Дагестан, мы тоже недавно отметили, по этой книгу тоже я хочу подарить Магомеду Ибрагимовичу. Так, благодарственное письмо вручается Кадычевой Олезе Алаудиновне. Такое же благодарственное письмо вручается Фейзулаевой Шейхан Фейзулаевне. К сожалению, отсутствует на нас зале. Hürmetli dostlar, Cuma, diğer çalal etmek afluğunu Cuma, milli çalal, Кремле потом Дагестанские районы администрация атама представителя Кле районы за Алабзува атама Юлдаша Ахцех район, Дагуста район, Мехремтхи район, Хурах район, Сулейманстальский район, Дербент район ve Дербент şehir. Buyurun verin Alabzува sahnemize geçiyor. Fezallah Kuvat Hacı. Her gün Lezgi Gazetesi'nin yübülerini zaten. Buyurun. Салам алейкум, уважаемые друзья. Я в первую очередь сегодня хочу поздравить от всей души всех женщин, которые сидят в зале, с Днем Матери, который у нас завтра отмечается, Всемирный день Матери. Пожелать вам здоровья, успехов и долгих лет жизни. И, конечно, раз сегодня в таком красивом зале отметить юбилей Лезгинского газет 100 лет. Я хочу в первую очередь жителей Сулейманстальского района, от главы муниципального района Сулейманстальского Наримана Шамсудиновича, от собрания депутатов, от всей небольшой делегации, которая сегодня приехала в этот зал поздравить 100-летний юбилей. Хочу поздравить коллектив в лице Магомеда Ибрагимовича, 100-летний юбилей и пожелать им успехов в творческой жизни. Конечно, в первую очередь я хочу поздравить, почитать вам благодарственное письмо, которое подписано главой муниципального района Нариман Шамсудинович. Уважаемый Магомед Ибрагимович, от имени собрания депутатов, администрации муниципального района и всех жителей Сулейманстальского района горячо сердечно поздравляю вас с знаменательной датой столетия со дня выхода в свет первого номера республиканской газеты на лезгинском языке. 100 лет более чем солидный срок для любого печатного издания. Рождение и бурное для страны время, пройдя вместе с ней через победы и свершения, трудности и испытания,
Первой и главной газеты «Лезгин» всегда оставалась уважаемым авторитетным изданием. С момента своего основания судьба национальной газеты неразрывно связана с судьбой нашего народа. Многое изменилось за годы существования газеты. Менялись объем, название издания, географические исполнения, тематика публикаций. Но осталось главное. «Лезги» газет всегда была близка нуждам и чаяниям своих читателей. Рассказывала об основных событиях, о людях, которые нажали славу нашего народа, о важных вехах исторического пути, который наш народ прошел вместе с республикой и страной. Все 100 лет «Лезги» газет создавала летопись родного края, была отличной школой мастерства для нескольких поколений сотрудников и нештатных авторов. Трудно переоценить роль национальной газеты в деле сохранения и развития родного языка и литературы. Сегодня, как и много лет назад, «Лезги» газет является одним из лидеров республиканской прессы. На страницах газеты всегда есть место для различных точек зрения и дискуссий. Такая популярность и общественная значимость «Лезги» газет – заслуга серьезной, подлинно творческой работы талантливого коллектива. И еще раз от всей души поздравляю коллектив, редакции всех читателей «Лезги» газет с юбилеем и желаю новых профессиональных успехов, интересных проектов, процветания благополучия. Глава муниципального района Сульманстарский район Налиман Абдулматар. Спасибо. К микрофону приглашается председатель Союза общественных объединений Дагестана, защитник Отечества Абдулжелилов Гасан Гусейн Мабаевич. Ассаламу алейкум, дорогие друзья, братья и сестры, Лезгист Хаяр Ваха. И очень приятно мне сегодня здесь присутствовать в самом красивом таком зале России моей истории. Действительно, здесь происходят большие форумы, конференции республиканского, регионального, федерального масштаба. Многие друзья сегодня выступили. Я что хочу сказать от души, то, что все, что сегодня сказали, положительно, пусть Аллах тысячекратно благодатью, берекетью, здоровьем вам всем братьям, сестрам, которые здесь собрались в юбилей, пусть утвердят Всевышний Аллах и Аллах. Дорогие друзья, действительно, «Лезги» газет – это, как сегодня Имам Субхану, здесь уважаемые наши братья сказали, является рупором, просветительским рупором, интеллигентным рупором, рупор, где куют профессионалы. Я вот родом с Рутульского района, вот 30 лет я сотрудничаю с нашим лезгинским газетом. Я еще ни разу не видел, что какой-нибудь журналист там не печатал статью. Я ни разу не видел какой-нибудь сестра, редактор лезгинки, который работает в этой «Лезги» газете, чтобы вот даже намеком сказал, что сегодня у нас времени нет и не буду рассматривать. Я вам всем, всему коллективу редакции «Лезги» газет хочу сказать низкий поклон вам за ваш профессионализм, за интернационализм, за человеколюбие, и пусть всегда ваши статьи будут актуальными, оперативными, пусть всегда ваш перо будет острым, мы вам гордимся, здоровья вам и благополучия всему коллективу дагестанцев. Спасибо. Фонд патриотического воспитания молодежи имени генерал-полковника Танкаева награждает коллектив «Лезги» газет и главного редактора Ибрагимова Магомеда Ибрагимовича. За особый вклад в развитие национальных СМИ, укрепление дружбы между народами Дагестана и Великой России. Я горжусь Магомедом, что есть такой журналист креативный, современный, который все делает, чтобы развивать средства массовой информации. Этот человек имеет большое будущее. Самый главный, один из самых богобоязненных, он журналист, главный редактор. За особые заслуги перед
Многонациональным народом Дагестана награждается Ибрагимов Нариман Меликович высшим орденом общественного признания «Честь и гордость Дагестана» «Золотой орел». Дорогие друзья, за особый вклад в развитие СМИ, укрепление межнациональных отношений, дружбу и сотрудничество между народами Республики Дагестан и России наш Стха Ибрагимов Нариман Меликович награждается высшим золотым орденом общественного признания «Честь и гордость Дагестана» «Золотой орел». Если можно, с вашего позволения, вот орден прикреплю. Можно, да? И Нариман тоже похож на золотого орла. Этот человек 40 лет отдал средства массовой информации. Заслуженный работник. Награжден всяческими наградами. Кроме того, 30 раз он выпустил книги. Правильно? От души поздравляю, Нариман. Да, здоровья вам. Высшим орденом общественного признания «Мать героини Дагестана» награждается Батманов Джамиля Халидовна. Братья и сестры, действительно для меня сегодня очень знаменательный день, потому что сегодня наш брат поздравил всех матерей, наших жен, сестер, бабушек с наступающим Днем Матери. Действительно, когда говорим «мать», это для нас все. Есть такой священный хадис «Райну ходит под ногами матерей». Пусть матери всегда своих сыновей берегут, пусть государства берегут наших детей. Пусть будет в Дагестане мир, благополучие, чтобы это коронавирусы всякие, чтобы они мимо нас куда-нибудь летают, было всеобщее благоденствие. Сестра Батманова Джамиля Халидовна за особые заслуги в укреплении семейных и духовных ценностей многонационального народа Республики Дагестан награждается золотым орденом «Мать героини Дагестана» со 100 бриллиантами. С вашего позволения, Гасан Васильевич, я хочу сказать пару слов. Джамиля Халидовна Батманова, она является вдовой героя Российской Федерации, лесника Куранского района Батманова Зайнудина Батмановича. Мы преподнесли ей эту медаль в канун празднования Дня Матери. Она одна воспитывает 4 детей достойно. И мы, дагестанцы, должны гордиться такими матерями. Спасибо вам, огромное. Яка шкідові метали за мікрофони втеклюсва. Hukumatin Stavsime Manandar Nikolay, Лизги Мудран театр директор Эминова Динара Нуратиновна здесь. Ассаламу алейкум, уважаемые гости, дорогие друзья. Позвольте от всего коллектива Лезгинского театра, от себя лично, поздравить столетний юбилей нашу родную Лезги газету. Действительно, это единственная республиканская общественно-политическая газета, которая выпускается на лезгинском языке. Но также хочется отметить ее особый вклад в дело сохранения и развития нашей самобытной национальной культуры. У Лезгинского театра уже долгие годы Лезги газета является самым любимым изданием. Ведь на постоянной основе там публикуются статьи о жизни театра, спектаклях, репертуаре, актерах. И поверьте, для нас это очень значимо.
Магомед Ибрагимович, хочу выразить искренние слова благодарности за ту поддержку, которую мы сегодня имеем от Лезги газет. Спасибо вам огромное. Кёзмат Ники Агалтна Акурай, через Лезги газет Лап Вини Дережна Акурай, Кёз Вери Бесвельмеглова, Аллах Тичантин Сабу Акурай, Чи Динья Ислях Акурай, Чи Умерда Хамиша Шагли Акурай. Салам алейкум. İbrahim Hüseyin'in yetim emin tamaşadaysaçı tamam artlaydı. Российской Федерации лайықты артист Артур Гарбибов, Дагыстан халқын артистка Фаризат Зейналова, Вачи Чхи Умуда Артуза, Вачи артистка Марьям Заинбекова. Bir dünya safana var ya, şinekvez hürmet ayatun, Goz fida edi, vadyuk ağya, şeytan dizlanet ayatun. Да. А, вы на войне? Игорь Ильич. Да. Зоечка дихавурда озвач. Муна келмо. Hiçka diyeceğim. Ингеечка. Kalıp. Gelirin divraya dünya gur hagur. Har sababa gaçal khaya dünya. Bu şey havur. Я да. Чи Федя дикел дайдуш? Yok. Geçiyoruz. Biz köy efendi hikmetten. Вот чизочни? Va. Завоз исяхта калурда. Kalır kollar bu hikmetten. La ilahe illallah Muhammedun Resulallah. La ilahe illallah Muhammedun Resulallah. La ilahe illallah Muhammedun Resulallah. İnheyka. Geçiyoruz. Am Arapçalayla. Azak hizadiniz hiç olacak. Да. Чи Федя лезгич алучис келдач? Geçiyoruz. Lezgiç olav kitabarava çekti. Да, без им ктап тушни. İmçaroş. Zakin var kitap ya. Ama geldi kitap tuş. Хураймо. Нам дах, чи Федя дисце. Улахе. Ho. Хадани лезгич алал келдайвал. Тахайта, чун чи Федя дихавурда казвач. Sayın çağırış. Sayın. Hadalınsa kitap budu da. Дах. Чи аяларни келрайма ихтиса ктап? Ha burayı budu çağır. Madıç. Hani hikmet mi çağır? Да. Вот дети учил вызвать чидани. Çiğde elbette. Hep чидади. Делахко. Лагудач. Вот чизвач. А за лухудани. Ha, çubuk olsa zahmet. Аква. Hikmet çağır. Ла. Gehayda. La. Адаву. Жигил Тахана. Этихан лухузвай. Ya. Hey çağırış. Zazi cehil var. И şiir isterim. Да. Без шири жигил балхи кудади. Hikudayım. Liferis tuarkis. Tuark tyaşıda. Alifer var. Çiçeği. Allah çağırış. Bu işte ne? Dahti tüter kurakatta fene saciminova yadmışı.
Завоз исях дах булахти кайы. Allah çarpış, Allah. Cehil de kanak rızık. Zicehil ol, şiir vazışkana. Lezgiçliğin harsa pipeyin çararıyız. Zicehil ol, vivleriz atana. Am hak meçan, hiçuk çulav çararıyız. Zicehil ol, rakornıza keridiz. Epabhuniz aksi kayı çerçevaz. Zicehil ol, mezgulak bir karidis tuna satsazki sakim çirik evaz. Zon rekida. Zi cehil vala mukda. Lezgiçiliğinde bakkanın azkına. Dar orada garuyana alukda. Duvul rilay pert kararda tazkına. Ya Müslüman! Müslüman! Müslüman dua çepa, avaşa. Am henüz fena. Henüz fena? Abi şey dahtiz. Kulaklar ayıyam nesunu, dah cehil kişidam. Kolaya da vaadi terse gilay. İsa da khan vaati, sapon vaktu şey. Ya da fena vaş tuğa. Ama fena, uç rapor. Sacilini vayat vaş, ora katli. İsa. Da, zavaz geldi bana. Stani. Gana içeriz, kalak var, Ya caru. He yani vaktu tuğuç fena ha. Bu yedide. Dahti Ya da vaadi. kayı bana. Kayı bana. Lapsa bala konuna dahtis kayı bana. Barkallah caraş, maşallah. Uç kısa arkadaş, kayıyat yapma. Lezzet yukarınızı çok soğutuyor bana. Bak, burada. هاك يا خلي هاك يا هو هنا هو ايه زون فنوا وشرا فنوا يا شاسلم خبر كنا وشرا دا وقت لهنا ها Да. Завод булахти кайы ханане. وانا чамбала Гилому назад тумак я чир келдани. Учись, келдашма. Я хмон хари. Ише чамбани. Ча, отцук, да. Тумак яц. Ушна бакай, ахалалас амукна. Юхейвичан дис самерез тумак яц. Сейфиреке, удвадрому отцукна. Галай гачал, жунгов, рез, тумак яц. Пах атана амукна малар бери. Ha bu tafsirades bi ha tumkülü. Mahvaz. Ya caru Нигайла, асу япон видери. Hiç hep hoçki sanartsoniz tumak yaц. Mahvaz. İkrek efiç hanışanda datana. Rikida zavu ehir yana gatana. Galamaysa kusqan tumyat ana. Haktada bu candi balkos tumak yaц. И вечера тир эминаз бунакун. Жедач тумак. И хесед коз амукун. Ваквай тахсир санистифиз ацукун. Амай мишребриз зурбаявун. Тумак яц. Машаллах, машаллах. Кала чамбади. Эл накса ауна. Кала гили дахти саксан саприлни аяко. Хако. Ada badi. Ada badi. Maşallah, maşallah. Mahki burada. İsa ben şasilim xaladik zanal patım kanwa signuğa galar bitse. Allah. Hadis kışa. Geç mirana. Tükez ba. Çexe cezir çiruş. Allah. Tükez ba. Ay emi, nah emi. Hine var.
председателю комитета по госзакупкам Дагестана Гаджибекову Джафару Ильясовичу. Ассаламу алейкум, уважаемые земляки. Поздравляю редакцию и читателей со столетием выхода нашей газеты «Лезги газет». Этот юбилей поистине является знаковой датой как для вашего коллектива, так и для всей республики. Читатели ценят вашу газету за честную, объективную подачу информации. Во все времена издание находилось всегда в гуще событий общественной, культурной жизни республики. Всегда освещала актуальные и волнующие жителей вопросы. Желаю дальнейших творческих успехов и хороших новостей. И хотел бы поблагодарить Магомеда Ибрагимовича, выразить ему благодарность и всему коллективу «Лезги газет», а также получить Дорогие друзья, наступает ответственный момент. Я с большим удовольствием приглашаю к микрофону всех главных редакторов республиканских изданий. Пожалуйста, под ваши аплодисменты. Дорогие друзья, уважаемые гости, уважаемый Магомед Ибрагимович, мы на самом деле сегодня очень рады присутствовать на этом историческом событии, потому что вековой юбилей – это не каждому поколению удается быть свидетелем этого. Мы знаем, что «Лезги газет» она является зеркалом лезгинского народа, и не только лезгинского, кстати. Это взлетная площадка для ярких представителей этого народа. Я с детства, еще со школьной скамьи познакомился с выдающимися лезгинами, которые огромный вклад внесли в развитие нашего Дагестана. Я, начиная с Магомеда Яракского, который был другом первого имама Дагестана, и кончая сегодняшними представителями науки и техники, лауреатами Сталинской, Ленинской, государственных премий, орденоносцами, они являются сегодня маяками лезгинского народа, и мы гордимся этим. Я завершаю книгу о дагестанцах, изменивших мир. И в этой книге достойное место занимают представители лезгинского народа, которые своими открытиями, которые знаменательным своим трудом внесли большой вклад не только в развитие Республики Дагестан, но и России в целом, и стали в мировом масштабе известными. Что касается дружбы между нашими народами, Дагестана в том числе, о которых здесь сегодня, кстати, очень часто и очень своевременно и очень к месту оговаривается, я хочу сказать, что дружба между аварцами и лезгинами, она особо была. Хотя с другими тоже аварцы не находятся в вражде. Вы знаете, к чему привела, по какому вектору развития пошла дагестанская и вообще северокавказская история после того, как сдружились имам Шамиль и другие наши первые имамы с Магомедом Яракским. Это была дружба, которая внесла весомый вклад в целом в развитие нашего Дагестана и Северного Кавказа. Поэтому я хочу сегодня от всей души поздравить Магомеда Ибрагимовича с этим праздником, весь лезгинский народ, потому что это гордость народа «Лезги газет», это его чаяние, где выражается место, площадка, и пожелать вам больших дальнейших творческих успехов. Спасибо. Я хочу открыть этот волшебный сундук и подарить вот такое золотое дерево редакции газеты. Это символ благочестия и вечности лезгинского народа и его основного упора, как здесь было отмечено, «Лезги газеты». Дай Бог им
успехов в дальнейшем и крепкого здоровья. А здесь внизу наша приветственный адрес, я ее читать не стану, там все хорошие слова, так что всего доброго. Спасибо. Магомед, я тебя и в твоем лице весь наш дагестанский народ искренне от души поздравляю. Это действительно событие, 100 лет, круглая дата, круглая цифра. Как мы плотно работаем, один интернет знает, поэтому за этим празднованием какая масса работы стоит, я тоже понимаю. И сегодня, прежде чем пойти сюда, я долго думал, что такого можно подарить именно газете, а не, значит, и вот у меня многие, кто наблюдает мою деятельность, знают мою слабость, я коллекционирую старые фотографии. Вот это оригинал фотоснимка, здесь Сулейман Стальский в своем саду. Эта фотография всего лишь на несколько лет моложе вашей газеты, она догонит вот это вот столетие. И я думаю, она должна храниться не в моем там частном архиве, а пусть хранится в редакции Лезгинской газеты, потому что это достойный человек и есть кого брать пример. А как же обойти вот самого редактора тоже? Вот мы с Муратом сегодня долго-долго думали, что можно подарить, значит, Лезгину, скажем так. Да. И я думаю, что вот эта вот ручка, которую швейцарскими французскими мастерами, брат мой, мы за тебя очень рады, и я думаю, Мурат тоже добавит пару слов. Спасибо. Салам алейкум, дорогие друзья, коллеги. Лезгинская газета старшая оказалась самой республикой на целый год. В этом году мы отмечаем вековой юбилей Дагестана. В составе нашей редакции «Соколенок. Литературный Дагестан» 2 журнала на лезгинском языке «Кар» и «Самур». Поэтому я самый ближний к тебе редактор, считаю себя таковым. Вообще я хочу поздравить со столетием не только лезгинскую газету, но и весь лезгинский народ, потому что это не просто круглая дата. Это читаемая газета, это востребованная газета, это газета, которая очень хорошо в этом новом веке, сложном, нашла путь к своему читателю. И хочу тебя поздравить с таким народом, читающим. Вот тут мы шутим про ручку, но ручка как раз хорошо работает, выписывают эту газету. И хочу пожелать другим нашим редакциям тоже, чтобы и читатели были такими же сознательными, и главы администрации, среди которых, по счастью, у Лезгин есть и филологи, они очень сильно поддерживают весь этот процесс и понимают, о чем речь. Вам успехов дальнейших, наш дорогой брат. А, между прочим, Союз писателей России наградил тебя почетной грамотой, которая еще не доехала до Махачкалы, за большой вклад в развитие национальной прессы. Так что с этим Журнал «Женщина Дагестана» присоединяется ко всем таким высоким, красивым, сказанным здесь словам. И хочу добавить, что я хочу пожелать вам еще многих юбилеев, таких круглых, 150, 200, 500. Потому что пока есть язык, пока есть, так сказать, носители этого языка, сохранится Дагестан с его традициями, с его культурой, самобытностью. Наш подарок чисто женский. Он красивый, полезный и соответствует одной, другой уже черте лезгинского национального характера – любовью к чаепитию. Уважаемый Магомед, уважаемые друзья, уважаемые соседи Лезгины, я главный редактор газеты «Групп» Сахузская. Магомед, вашей газете 100 лет, а нашей газете 25 лет. Вы как аксакалы, а мы еще молодые. Поэтому я хочу, чтобы вот вашей газете 100 лет, все газетам было 100 лет. Самое главное, нам, несмотря на критику у нас, что газеты умирают, что они не сохраняются, когда есть вот такие люди, которые поддерживают наши газеты, я думаю, они всегда будут на плаву. И когда здесь начну, как сказать, сам такой богобоятельный, хорошо, что мой подарок как раз к этому. Богобоятельный мы все внутри
арбузы, и чтобы это был символом вашей редакции, вашей коллекции. Спасибо. Ассаламу алейкум. Всепричастный юбилею лезгинской газеты. 100 лет – это, конечно, большое событие. 100 лет Лезгинская газета вела летопись лезгинского народа, освещала крупные узловые события жизни народа, знакомила читателей с жизнью среднестатистического лезгина, со спортивными событиями, с культурными событиями. Даже если, не дай Бог, не останется ни одного лезгина, который знает лезгинский язык, по подшивкам лезгинской газеты можно восстановить и жизнь народа в течение 100 лет, и культуру, и традиции язык. Поэтому это не только средства массовой информации, это клад, в котором сохранилось, сосредоточились все лучшие черты народа, его ценности, его традиции. Поэтому те люди, которые говорят, что время печатных СМИ ушло, что они не нужны, это на самом деле не так. Завтра, послезавтра, как изменится жизнь, что поменяется, мы не знаем. И поэтому благодаря журналистам, которые эту историю, они ее открывают, скажем, в печатном слове, мы можем, и наши последующие поколения могут иметь представление о том, как жили наши предки. Обращаясь непосредственно к коллективу лезгинской газеты и Магомеду, хочу пожелать им и в дальнейшем успехов на этой благородной работе. Магомеда я знаю давно, он не просто редактор, это кандидат наук филологических, который исследовал очень редкие жанры лезгинской поэзии, точные жанры, гошма, сонеты и другие жанры. Он и поэт, который пишет неплохо. И я знаю, что для того, чтобы коллектив хорошо работал, их должно объединять не просто работа, это и совместный отдых. Поэтому я, когда выбирал подарок, учитывал третью национальную традицию лезгинов, потому что они любят хорошо отдыхать. Поэтому мне, пожалуйста, шашлычный набор. Спасибо. Надеюсь, Хочется поздравить тебя и весь коллектив с столетним юбилеем. Здесь Мурат сказал, что ты очень близок к нему по какой-то части, но между нами только один этаж. Мы на 9 этаже. Также мы немного в годах немного старше, чем ваша газета. В 2017 году газете «Юлдаш» в Москве исполнилось 100 лет. Это не страшная дата, мы продолжаем работать. Все хорошо, так что я хочу пожелать коллективу удачи, просто успехов. Здесь подарки я не стал носить, между нами же один этаж. Спустим подарки, поэтому удачи вам. Спасибо. Спасибо, коллеги, огромное. Рад с вами работать. Иншаллах, будем продолжать. Спасибо. С большим удовольствием к микрофону приглашается президент фонда имени Нажмудина Самурского Эфендиев Алик Мухудинович. Очень приятно принимать участие на этом торжественном мероприятии, посвященном 100-летию со дня образования нашей газеты «Лезги газеты». Обращаясь ко всем журналистам «Лезги газеты», хотел бы сказать, вы делаете очень многое для того, чтобы увековечить память многих легендарных личностей нашей Республики Дагестан, в том числе и о моем дяде Нажмудине Самурском. Поздравляю вас с этим чудесным, замечательным вашим юбилеем. Это вообще-то наш всех юбилей. Фондом имени Самурского принято решение вручить памятный подарок ковер с изображением видного государственного, общественно-политического деятеля, первого руководителя Дагестана Нажмудина Панаховича Самурского Эфендиева. Награждается главный редактор «Лезги газет»
Ибрагимов. Приготовиться к Есть. Следующий. Мордалю. Барахай. Достойно встретим юбилей Тажмутдина Панаховича в следующем году. Спасибо. Всеми дагестанцами, а во главе будет Лезги газет. Подходит к финальной точке. И до награждения памятной медалью Лезги газет 100 лет я приглашаю главного редактора. Пожалуйста. Уважаемые друзья, участники сегодняшнего торжества, как и многие республиканские газеты, Лезги газет тоже имеет и гордится меценатами, нашими земляками, которые всячески поддерживают нашу редакцию во всех начинаниях. В первую очередь хочу отметить, что благодаря поддержке президента Федеральной Лезгинской национальной культурной автономии Арифа Пашаевича Керимова и президента Фонда национального возрождения Такая Керимова в помещениях редакции Лезги газет произведен капитальный ремонт. Я хочу выразить им огромную благодарность. Они выделили 900 тысяч рублей для проведения ремонтных работ. К большому сожалению, сегодня по уважительной причине они не смогли принять участие. Но сегодня здесь принимает участие представитель ФНК Гусейн Шахбазов. Гусейн, я попрошу тебя подойти. Я медали наши памятные, иншаллах, вручим Арифу Пашаевичу и такая сводец, а хочу дать тебе слово. Уважаемые земляки, дорогие друзья, мне сегодня выпала честь приветствовать и поздравить вас от лица президента Федеральной Лезгинской национальной культурной автономии, члена Совета при президенте России по межнациональным отношениям Арифа Пашаевича Керимова. Поздравляю вас, поздравляю не только Лезги газет, не только замечательный коллектив этой газеты, но и весь наш народ, потому что Лезги газет уже давно не просто печатное издание, это культурный оплот нашего народа, это то место, где хранится язык, то есть место, где в нашем современном, быстро меняющемся мире он может расти, он может меняться, он может поглощать новые явления и, самое главное, сохраняться для будущих поколений. Я бы, в свою очередь, хотел бы от имени президента ФЛНК вручить почетную грамоту в связи с празднованием столетнего юбилея Лезги газет главному редактору республиканской газеты Лезги газет Ибрагимову Магомеду Ибрагимовичу за успешное руководство редакции Лезги газет, реализацию просветительских проектов, способствующих сохранению и популяризации родного языка, истории и культуры, активную поддержку инициатив лезгинской общественности. Игра Медустар, квартир Долсадаки, Фима Лезги, Джаун, Лузганза. Стенсте Лузганзас, Шна, Лезги Милетти, Мединьяхти, автономия дечи тешкилати его Лезги газети Сашиму Двися, Сонал Палахис, Чна и Палах Виджа, я идла великий главный редактор Агариза Зирович Саидов Калас, Аллах Траметрович, Анжах Мемес Кахаил Кулов, и Колах, Чансанал из Колах Матни, и Кедя лежит, извини, лежит за Хатна. Чна и Карда Лапша, я зачастиси Савачага, чей дуствол, Матни Кивижа, да, Матни Ке проекта, Кали заходит, да, Акала Матни Лузганзу, Сара Лезги газет, Хаи Лезги газет, Умчи Халки Дамахия, Умчи Чалан, Чи Лезги Вилин Даяхия, Мубарака его, Ахзури Сан Юбилей, дай Харгура. Сегодня на наш юбилей приехал
депутат городской думы Ставрополя, наш близкий друг, человек, который внес огромный вклад в восстановление мечети имени Мухаммада Иракского в Верхнем Ираке. Это Казбек Агаланов. Прежде чем дать свое слово и обратить, я хочу сказать еще один момент хочу уточнить. Совместно с Казбекском по его инициативе мы сейчас проводим акцию, специальную акцию по подписке LSD газет, благодаря которой газета будет доходить во многие города России. До сих пор этого не было. Люди читают за пределами Дагестана в электронном формате. Данная акция, иншаллах, нам даст возможность донести до тех, кто хочет читать печатную версию за пределами Дагестана, прямо к ним домой. Казбек Схалбазов. Добрый день, добрый вечер, уважаемые земляки. Мне очень приятно находиться вместе с вами в этом красивом зале. Я впервые разговариваю, обращаюсь к дагестанцам, особенно лезгинам, на территории Дагестана. Мне очень приятно выражать свои пожелания вам, лезги газет. И прежде всего хочу поприветствовать вас от имени ставропольских дагестанцев, от ставропольских лезгин, от лезгин от Сахалина до Калининграда, от Ямала до самой южной границы, кто проживает за пределами Дагестана. Вам всем от них большой салам алейкум. Мира вам, благополучия вам, вашим домам. Хочу выразить вам, сказать свои пожелания лично. Я сегодня спешил к вам, и получилось так, что световой день я ожидал пораньше приехать. Получилось, что я раньше всех приехал, увидел Мухаммада, и я говорю, регламент какой, он говорит, можешь говорить сколько год. Я тогда к концу могу выразить свои мысли, свои пожелания. Я здесь многих знаю, многими работал, с многими близко общаюсь. Естественно, с нашим министром я лично знаком. Очень хорошо знаю Закирова Владимировича, лично приветствую вас. Значит, во время своей, скажем так, деятельности на территории Ставропольского края мы сотрудничаем с городами Ставрополь, Махачкала, города побратимы, с Министерством национальной политики в том составе и в нынешнем составе мы дружим, сотрудничаем. А что мне хотелось бы сказать? Родился в самом юге Дагестана, в Салиман-Стальском районе, село Ашагастал, где родился Салиман Стальский. Вот. Но так как я хотел бы чуть выделить нашего аварского друга, лезгинской семье, сразу говорю, что я без подарков приехал, хочу его получить здесь. Так вот, очень приятно сегодня Зикруллах, наш брат старший, напомнил о учениках имамов шейха Мухаммада Иракского. Так получилось, что наши братья, мы вместе сейчас действительно восстанавливаем древнюю мечеть. Мы взяли на себя такое обязательство с помощью Всевышнего и наших народов, живущих на территории Дагестана и России, мы восстановим эту мечеть. Словами уважаемого Расула Гамзадова хочу сказать, если я не скажу неправильно, значит, Закрыла меня поправит. Если я буду знать, что умрет мой язык, завтра умрет мой язык, то я готов сегодня умереть. Храните берегите свой язык, приумножайте его в себе. Земля, где говорит на этом языке лезгинском, то, соответственно, там живут и рождаются герои. Это к вам я обращаюсь, уважаемые. Вы есть честь и достоинство нашего народа. А словами другого великого лезгина оно звучит так. «Жво холдис, жво намустис из бахолужи». Эти слова написаны в Салиман-Стальском районной газете прямо под словами Салимана Стальского. Перевод звучит
Служить надо своему народу как собственной совести, своему государству, своей родине, своей республике. Спасибо вам. Праздник. Еще один земляк, который приехал сегодня из Ярославля, Гасанов Василий, член Совета ФЛНК, тоже награждается памятной медалью «Лезгигазет 100 лет». Василий сказал. Ассаламу алейкум, добрый день. Көз менің суарым бардай, көз инақлық нечу күй, вери хамишишат, надо шишурашат, бешисат шишурашат. Добрый день, добрый вечер, дорогие друзья. Лезгигазет сегодня, надо сказать честно, один из многих причин, один из многих, так скажем, случаев, которые объединяет наш народ, который поднимает самые острые, самые яркие проблемы нашего народа. Но самая первая проблема, конечно, лезгинский язык. Вот. Поэтому я очень рад, благодарен, что сегодня меня пригласили, что я сегодня здесь присутствую. Вот. Поэтому, тут Казахстан, так скажем, от земляков, приехавших из-за пределов Дагестана, все сказал, но я попробую пару слов все-таки от ярославцев добавить. Позвольте от лезгин, дагестанцев Ярославля, от Общественной палаты Ярославля, от Ассамблеи народов Ярославской области, от двух депутатов Ярославской областной думы, представителей нашего народа, от руководителя Союза писателей Ярославской области, представителей Урдунского района Сергея Петров, вот. От писателя русского по национальности, который перевел уже 13 лезгинских поэтов и писателей на русский язык, Чеканова Евгения Феликсовича Рос. Вот, в частности, мой подарок – это его книги. Этот человек в течение последних 5-6 лет перевел, начиная от Сулеймана Стальского, заканчивая, вот сейчас он работает над книгой Булангалии Ибрагимовой. Вначале мы ему немножко помогли, дальше он уже сам пошел по накатанной. Сейчас сам уже сотрудничает с лезгинскими поэтами и переводит все. Вот, благодаря ему лезгинские поэты стали намного популярнее в Ярославской земле. Я надеюсь, по всей Российской Федерации. Но должен сказать, что он не только лезгинских авторов переводит, также переводит и арабских, и дальгинских, и других представителей Дагестана. Вот. Поэтому позвольте от всех этих людей поздравить нашу любимую, нашу единственную государственную лезгинскую газету с этим праздником, пожелать не 100 тысяч, а 10 тысяч, сколько Аллах даст. Самое главное, чтобы вы всегда были здоровы, самое главное, чтобы вы всегда были читаемы, востребованы. И, конечно, особые слова благодарности главному редактору. После того, как Магомед возглавил нашу газету, сразу видно, что газета получила новый импульс, стала развиваться, так скажем, более быстрыми темпами, учитывая современные изменения, интернет, не интернет и так далее. И благодаря интернету нам тоже эта газета стала доступна, мы тоже читаем, каждый день следим, узнаем из этой газеты, из этого приложения, что происходит на родине. Поэтому с праздником, спасибо вам, 1000 лет жизни. Спасибо огромное. Еще один момент хотел бы уточнить. Меня попросили жители высокогорного села Куруш, Камыш-Маринского района, поблагодарить вас за то, что вы подписали лезгигазет всем жителям данного села на 2022 год. Спасибо огромное и включаем наш медаль. Согласен. Так. Следующий гость из Харькова, города Харькова. Он тоже приехал сегодня на наше мероприятие. Это Эмиргаев Альберт Магомедович. Тоже каждый год поддерживает нашу акцию «Лезгигазет в каждый дом». Альберт Халов. Ассаламу алейкум. Здравствуйте. Всех поздравляю во главе на сегодняшний день. Магомедовича, тебя, твой коллектив и весь наш лезгинский и дагестанский народ с таким юбилеем. Дай Аллах всем нам, всем здоровья, творческих успехов во главе с тобой и не столетия, а 200-летия и так далее, как нам лучше. И наша награда.
ежегодно поддерживает нашу подписку «Лезги газет» родом из села Куруш Добросваринского района. Сара. Следующему хочу наградить Рагимханову Пакизат Нажмудиновну. Пакизат Хала каждый год все мероприятия, которые проходят в Махачкале, посвященные лезгинской культуре, литературе, общественности, она принимает активное участие. И сегодня она является автором нашей выставки национальных блюд. Пакизат Хала, мы поздравляем вас с нашим и вашим этим юбилеем и хотим вам подарить тоже медаль и цветы. Если хотите сказать пару слов, пожалуйста. Зыкигзав шади инал, коткан вазлизги холтимли, конечно рахаз. Кюби Аллах кюра, кюби доткалер мишно да шадбол икре, кюс бахтабра кюклер дюня каюхуй. Через газеты Аллах свищи скалванчис, или на глух обзор и самых хура хамиша да чуни коджа через гия. Человек шадо не дал. Сара привели. Еще мечта через гихол. Следующим хотим наградить нашего земляка, друга из города Дербент, Сардар Абил, кандидат филологических наук, известный лезгинский писатель, автор многих книг, тоже ежегодно поддерживает нашу подписку. Чувствовал Абатахадаке, че лезги холти, чол жила через газет, кез че достойный доллар по евровой, че лезги хол сахуй, че лезги хол правда достойный сахуй, че ради себя укора, бах прекрасно. Я хочу, чтобы в Дагестане всегда царил мир, радость, благополучие, дружба народу. Как многонациональный наш народ, как мы жили 100 лет, так и жили в согласии. И такие же юбилеи, как сегодня отмечают наши лезгинские газеты, чтобы вы тоже так же могли отмечать и приглашать нас на такие юбилеи. Вам радостно было. Совсем недавно районная газета Магарамкентского района «Самур-Дисес» отметила 70-летний юбилей. Мы решили наградить коллектив редакции «Самур-Дисес» памятной медалью. Главный редактор здесь, пожалуйста, подойдите. Вот люди Сара с возле ворока. У меня в списке еще есть много людей, где-то около 10, потому что у нас у ЕСГИ газет много достойных друзей, которые нас поддерживают. К сожалению, многие из разных причин сегодня не смогли принять участие. Мы им вручим памятные медали уже в рамках других мероприятий. Спасибо огромное. Композитор Кахриман Ибрагимов, Вашаи Владгерек Ибрагимова. Лезги газетин Вищицус Башва Мали премьера. Тамамазвади Дагестан Республика Дерхалтина артистка Фаризат Зейналова. Hey!
harekat. Bazı sahteka hürmet aldı. Dağıstan Respublika'nın layıklı artist. Aşuk Şemşinas sahneniz buyurun. Benim Muhammed Reis dikey sit hegay mübarek sıra. Hele de şipiga jenay şeşar şipiga jenay savkat harun vakti. Aşuk bir savkat şiir ya maliye. Hele qemela gazetesi kerva şiir zakir başta akbas mali yuhuda. Selamun aleyküm. Lezgi gazete. Lezgi gazete yüzgüyle çünkü akadayı. Hayır çalal iki de kazılı kadayı. Kel avurlay, akayna çin kevelay. Lezgi yarı, lezgi gazete kebur. Vişi selam, har semehle elfena. Şad habarar hak ülkedih gelfena. Takdir sarar jerge jerge kahvena. Lezgi yarı, lezgi gazete kebur. Milletin tar, çalan mehseb kanavun. Ham şairi, ham malimri hanavun. Manidariz, tarihçiyiz ganavun. Lezgi yarı, lezgi gazete kebur. Bir kulluğda akazma ve rehberar. Jurnalista, kitapçıya, rehberar. Halk batardı, zahmet çubuğu, simgeler. Lezgi yarı, lezgi gazete kebur. Lezgi çalan, çeşme yavun, dip umut. Ve ilham dezi rehbeyi bu saşumut. Aşık şemşi, kalem din dost. Çaz akord, lezgi yarı, lezgi gazete kebur. Kahel yarı, lezgi gazete kebur. Sağ olun.
Onlarla lezzetliyiz. Ahalinin onlarla lezzetliyiz. Дорогие друзья, мы не говорим вам до свидания и не говорим прощай. Мы вам говорим до новых встреч. Удачи вам, здоровья и еще раз удачи во всех ваших благих намерениях. Evlilik Saray. Thank you.